В эфире «Актуальное интервью». Здравствуйте. В третье воскресенье июля в России отмечают профессиональный праздник металлургов. В Алданском районе данную отрасль представляют золотодобывающие предприятия. И накануне Дня металлурга мы беседуем с управляющим директором акционерного общества «Полюс Алдан» Алексеем Носковым. Здравствуйте, Алексей Петрович. Здравствуйте. Ну, начнем с цифр. В прошлом году в Якутии добыли 40 тонн золота, из которых 16 тонн – заслуга золотодобывающих предприятий Алданского района. А половина алданского золота, почти половина, более 7,5 тонн – это драгоценный металл «Полюс Алдан». Чтобы стать первыми в республиканском рейтинге, вы сегодня вторые, вам нужно увеличить извлечение на тонну. Ну, может, чуть больше. Когда это произойдет, Алексей Петрович? Ну, первые, вторые, третьи – это такие понятия. Надо отметить, что мы работаем переработку руды методом переработки на фабрике. Вот. Та компания, которая сегодня является лидером в Якутии по производству золота, занимается переработкой руды методом кучного щелачивания. Технологии немножко разные, но тем не менее стремление быть первым – это всегда хорошо. Но, наверное, мне кажется, самое важное – это как предприятия платят налоги. И мы не раз с вами отмечали, что у нас за 5 лет рост платежей во все уровни бюджетов увеличился в 7 раз. Вот. В частности, в республику мы платим 4,3 миллиарда рублей по прошлому году. Ну, вот за пятилетку вы вывели «Полюс Алдан» на рекордные показатели. Сегодня по добыче они больше, чем в лучшие годы советского периода. Этому способствовал ваш перфекционизм? В одном из интервью вы сказали, что вы любите, что когда все отточено, все подогнано. Ну, в первую очередь, это все-таки та стратегия, которая была выстроена «Полюсом», те планы, которые мы для себя наметили еще в 2015 году, и та команда, которая пришла сюда на площадку, которая действительно очень много сделала в части изменений подходов к изучению Куранарского рудного поля, изменения технологий. Вот к той переработке на ЗИФ у нас добавилась как раз переработка методом кучного щелачивания. Ну и как раз кадровый состав, люди, которые работают здесь в компании. Ну вот что способствует дальнейшему? Вот вы что выделяете? Управленческие решения в развитии, новые технологии, модернизацию производства или все-таки кадровый потенциал, кадровый состав предприятия? Вы конкретно что? На что ставку больше делаете? Или все-таки это комплексный такой? Это комплексный подход. Кадры, безусловно, решают многие вопросы. И как мы уже с вами также разговаривали на эту тему, дефицит кадров очень большой. Как у нас в компании, как в целом в отрасли. И всегда приходится буквально по крупицам подбирать людей для того, чтобы дальше развиваться. В части технологий тоже мы на месте не стоим, изучаем опыт зарубежный, смотрим какие-то новаторские предложения, которые сами здесь отрабатываем. И в целом все получается. Кстати, даже гуру горнодобывающей отрасли, золотодобывающие, не верили, кроме вас, что фабрика, которой более 55 лет, способна переработать руды больше 5 миллионов тонн. Сегодня это гораздо больше, да? 6. Вы только в это верили. Еще может больше? Нет, я думаю, что может. И даже в тех рамках, которые есть, то есть в тех же корпусах, без увеличения дополнительного строительства, только за счет технического перевооружения внутри, мы видим в перспективе в ближайших 2-3 года увеличение еще на 1,5 миллиона. То есть задача поставлена вывести компанию, вывести ЗИФ на 7,5 миллионов переработки в год. Это, соответственно, увеличение драгоценного металла. Да, естественно. Добычи. Вот мы сказали о кадрах, что сегодня дефицит, он ощутим во всех, наверное, практически отраслях. С этим связан
приоритет и переход к вахтовому методу работы. Как в поле Алдан, так и в других золотодобывающих предприятиях. Да, но мы как раз с вами сейчас говорим об увеличении производства. И часто с увеличением производства как раз и увеличение численности. Не только в компании «Полис Алдан», но и в других компаниях отрасли, но и в горной промышленности в целом. Хотел бы отметить, что численность населения республики не растет сильно. И тот кадровый дефицит мы вынуждены восполнять как раз людьми, специалистами, сотрудниками, которые везем из-за пределов республики. Но вы ведете большую работу по подготовке кадров, своих кадров. Вы забираете с институтов, присматриваете себе молодежь, отправляете учиться. У вас хорошая, большая практика по переподготовке персонала. Да? И этого мало. Но можно готовить специалистов узкой направленности, скажем так. А в отрасли-то у нас специальностей очень много. И подготовить сами мы, конечно, не сможем это сделать. Есть такие специальности, как и сегодня IT-технологии, которые занимаются развитием IT-технологий. Их вообще можно собирать по крупицам. Да, действительно, мы сегодня плотно работаем с институтами. В частности, Горный университет Петербурга, один из лучших технических вузов, которые ежегодно к нам направляют студентов на практику, чего еще 3-4 года назад просто не было. Мало того, к нам приезжает профессорский состав для того, чтобы, так сказать, посмотреть на месте, как работает производство, и давать ту информацию, те знания, которые сегодня действительно в приоритете. Здесь на месте наш Алданский техникум, колледж, который сегодня готовит кадры как для нас, так и для других предприятий. Но, тем не менее, это мало. Алексей Петрович, понятно, кадры вы привлекаете стабильным ростом предприятия и производства, заработными платами. Еще вы строите. В прошлом году построили общежитие, хорошее, современное. Но, насколько мы знаем, вы собираетесь строить и дома для своих специалистов, которые будут здесь оседать, и, возможно, становиться уже алданцами, так назовем. Да, вы правы. Да, мы привлекаем людей зарплатой, условиями на производство. Но крайне важно для человека – это социальная сфера. Мы для того, чтобы привлечь реальных специалистов, всегда предлагаем это условие переезжать полностью со всей семьей. И здесь, конечно, крайне важна та атмосфера, которая есть вокруг предприятия. Это как раз речь идет о поселке. Места проживания, наличие общежития, мест в общежитии. И, естественно, квартиры. Потому что, наверное, в настоящее время селить семьи в общежитии – это как-то совсем некорректно. И мы для себя ставим задачи такие. Это строительство дополнительно общежитий, но и хотим строить дома, которые будут уже оснащены всеми удобствами, которые бы позволяли приезжим людям, да и местным людям, которые сегодня в рамках программы «Местные кадры в промышленности» будут переезжать в Алданский район, имели комфортные условия для того, чтобы не только жить на производстве, работать, но и жить своей семьей. Это какой-то будет консолидированный, я так понимаю, бюджет, потому что в этом будете заинтересованы как и вы, так и регион в целом. Да, у нас в апреле этого года была встреча с главой республики, и как раз мы проговорили этот вопрос участия правительства в этой программе. Также эта тема была поддержана руководством полиса. И такое социальное партнерство по строительству домов
в последующем в аренде, в выкупе квартир, я думаю, что принесет хороший результат. Мгм. Ну, помимо жилья еще нужна инфраструктура, где можно отдыхать. Ну, в Куранахе и у полюса есть. Полюс содержит спортзал, бассейн. Какие еще социальные проекты вы поддерживаете в этом году? Ну и на перспективу, возможно. Ну вот в данный момент идет софинансирование проекта «Это молодежный сквер» в Куранахе. Вот. Ну и в целом любая программа, любое обращение в компанию наших коллег здесь поселка, администрации поселка, администрации района, мы всегда отзываемся, стараемся максимально участвовать во всех программах, которые здесь есть, вот, и вносить свою лепту. Компания молодеет, да? Какой средний возраст сегодня? Где-то 39-40 лет. Да, действительно, мы по уровню 15 года на 3-4 года помолодели. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве, в Московской области, в некоторых других регионах ввели обязаловку на прививку по ковид. Насколько полис обезопасил своих работников и достигли ли вы вот этого 70% порога внутри предприятия по прививкам? Но слово «обязаловка» в полисе, так сказать, не актуально. Но мы понимаем, что делать это необходимо. Необходимо вырабатывать коллективный иммунитет как в целом в компании, но и так в стране. Потому что все мы двигаемся, встречаемся, люди ездят в отпуска, в командировки. Вот. Все условия для вакцинации, для безопасного прохождения этого периода в компании есть. Мы имеем собственные обсерваторы, имеем собственные места изоляции, хорошие контакты с медработниками у нас. Мы проводим ИФА-тестирование, ПЦР-тестирование. Ну и в части вот ведется программа по вакцинации людей. В настоящий момент вакцинами полностью обеспечена. Ну, я знаю, что вы еще хотите сделать профилакторий, который, чтобы люди, не выезжая, могли расслабиться после напряженного труда здесь уже по месту. Ну, получить... Да, такая идея есть. Раньше компания «Алдан Золото», сегодня, как мы преемники «Полис Алдан», имели такой профилакторий. В тяжелые времена, видно, решили избавиться от этого актива. Сейчас мы ведем работу для возвращения, потому что мы часто понимаем, что работники, выезжая за территорию региона, не стремятся получать пока медицинское какое-то обследование, помощь, стараясь максимально быть, скажем, в отпуске со своими родными и близкими. Вот. Создать такие условия, когда человек мог бы на день-два прийти, там, в выходные дни, обследоваться, получить какой-то минимальный сервис, это, я думаю, было бы очень хорошо. Потому что мы очень внимательно следим за здоровьем людей и видим, что у нас все-таки большое количество людей страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким давлением. С этим надо что-то делать. В связи с эпидемиологической обстановкой и в этом году вот свой профессиональный праздник вы будете отмечать онлайн режиме. Насколько такие вынужденные меры подрывают корпоративный дух и смазывают достижения коллектива? Или все-таки наоборот это действует как объединяющий такой момент? Ну, мы же прекрасно понимаем, что можно общаться по скайпу, по ватсапу, но тем не менее того душевного восприятия торжества никогда не передашь. Иногда нужно даже выдержать в какой-то компании паузу, чтобы что-то правильно сказать. Вот. А такие короткие общения, они никак не помогают. Я думаю, что это какой-то временный период, и тем более люди компании, я бы даже сказал, люди региона, они очень общительные. Вот я много раз приводил примеры, насколько меня поражает, как местные артисты и даже люди, когда встречаются на каких-то вот праздниках, насколько они активны, насколько они красивы, прекрасно поют, танцуют. Вот. И это никак из нашей жизни не исключишь. Безусловно, это нас ограничивает, но мы постараемся максимально сказать,
создать благоприятные условия, чтобы люди почувствовали праздник, и атмосфера праздника зашла в каждый дом. Вы же родом из Якутии, да? Родились в Якутии? Да, я родился в Якутии, в Верхоянском районе, на реке Яна. Вот, на ваш взгляд, это судьба, что вы вернулись и работаете здесь, как говорится в народе, да, где родился, там и пригодился? Ну, думаю, да. Да. Честно говоря, никогда не думал, скажем так, работая в шахтах в Сибири, что именно вот судьба сложится так, что я перейду вообще в золотопромышленность. Но, тем не менее, уже больше 10 лет. И возвращение, это, думаю, что все Не зря, да? не зря, да, все не зря. Вы с юношества в горной отрасли, буквально там после школы. А кем мечтали быть в детстве? Интересный вопрос. В детстве вообще очень любил природу и люблю природу. И одно из таких направлений, когда был еще, скажем, пацаном, это быть или лесничим, или хатоведом. Не думал, что уйду в горную отрасль, но уже после 15 лет, когда поступил в горное училище, потом в институт, уже понятно было твердо, что это мое. И вот уже больше 30 лет этим занимаюсь. Ну и, собственно, это ваша жизнь. Да. Да, Алексей Петрович, спасибо за такое содержательное интервью. С наступающим праздником профессиональным вас, успехов коллективу. Ну и, конечно же, нам всем в этом мире здоровья, в этой непростой эпидемиологической ситуации. Ну, я, в свою очередь, хочу воспользоваться моментом и поздравить всех своих сотрудников, коллег, всех, кто в отрасли, кто рядом с ней. Вот, потому что отрасль сама существовать не может просто так. Вокруг нее огромное количество людей. Поздравить с праздником, пожелать в первую очередь это безопасного труда, получения удовлетворения, удовольствия от работы. Безусловно, желаю всем благополучия в семьях, здоровья, радости. Всего самого хорошего. Спасибо, Алексей Петрович. Всего доброго.